Всем привет, друзья! Еще так я уже давненько не был на улице и решил выйти, хотя бы просто подышать свежим воздухом. Ветерок и снова очень пронизывающий такой, неприятный осенний, такой глубокая осень, зимняя осень, можно сказать. Немножко вышел, прогуляюсь, покатаюсь, и все, в принципе, потом подышу свежим воздухом, и хватит. Умка пока на тросе, пускай побегает, а я здесь. Никуда дальше со двора, наверное, никуда и не поеду, потому что не очень, некомфортно себя чувствую. Хотя одетый нормальный все равно, как бы. Но не лето, друзья. Но, друзья, Умка у нас убежала с привязи. Пускай побегает, не знаю, там. Пойдет, нет под колеса. Потому что она вообще не понимает, что машину могут задавить ее. Потому что привыкла, когда я с ней на коляске гуляю, и не боится совсем. Не понимает, что задавить могут. Так что, а мы сейчас немножко, что там, дрова надо подвести, так, пару раз. И все. А Умка, да? Где там? Где она? Появлялась, нет? Маша поймает ее быстро. Просто она в дом позовет, Умка в дом зайдет, потом Маша потом опять обратно на привязь поставит. Побегала и побегала. Что потом? Друзья, холодно так. Вот это продрог идет. Прямо аж внутрь пробирается вот этот морозец. Поехали!
Ух, холодно, друзья. Прямо вот ветер, когда едешь 12 км в час, все равно обдувает. Хоть я и как одетый, тепло одетый, все равно обдувает. Это не пешком идти. Ну что, немножко покатались, свой двор посмотрел, что где и как. Ну, немножко дрова там, раз уж выехал, там немножко помог наперед. Так-то Маша уже сегодня занесла, но наперед, чтобы раз на веранду, чтобы оттуда уже с веранды на следующий день, скажем, уже полегче будет. Ну, ближе уже занести. Пару раз, хоть там пару-тройку раз принесли. Как раз Катерина в гостях так приехала. Да, немножко с ней вот потаскали дрова. А воду на видео где-то было, что воду еще можно таскать. Воду у нас не волочится, потому что это все расплескивается. Воду придется уже как-нибудь. Так-то у нас техническая вода-то она в доме есть. Ну, там станция работает. Но там мы из вот этого не пьем. Чисто на готовку и для, ну, питья мы используем именно колодезную воду, вот, которая вот здесь за спиной у меня колодец стоит. Вот. Сейчас уже немножко подостыл, друзья. Ну и подышал, как говорится, свежим воздухом. Ну, воздух все равно морозный, хоть и тучи, но все равно чувствуется, что холодно. Вот. Я же, ну, прям, ну, хоть и одетый такой, но все равно озноб чувствуется от мороза. Тем более, когда едешь на коляске и еще сидишь, не двигаешься так активно. Не очень-то хорошо. Умку обратно на цепь, вон, смотрите. Умка обратно на цепи. Бегает, смотрите, как бегает. Поймали мы, как уже говорил, она. Ее легко поймать очень, когда, ну, в дом. Позовешь дом, она в дом заходит потом. И все, пускай побегает здесь. Ладно, друзья, потом я уже буду заходить. Все. Заехал домой, друзья, и от тепла на кухне начало ко сну клонить. Прям глаза закрываются. Но сегодня еще не обедал, и он со свежего воздуха, и он мне Маша приготовила, вот смотрите. Это не гуляш, это как бы мясо. Пожарила с овощами, с луком, там, с морковью и пюрешка такая. И вам к чаю еще такие вкусняшки, уже вам знакомые, пушечки. И приступаю к, ну, немножко подкреплюсь. Вот реально на кухне так тепло, а на улице такой пронзительный. Хотя и вообще не, ну, не так морозно, не 20 градусов минуса, ничего такое. Но ветер такой ехидный какой-то, или как их правильно назвать, как будто режет. Пальчики такие замерзли немножко. Сейчас попробую Машину вкусняшку. А на улице потом что там, показать-то не очень. Вот это да. Мясо как будто не мясо, а как будто растаяло это во рту. Так, такой нежный кусочек попался вообще. Прям супер. Вот это да. И пюрешка такая. Мы любим, вернее, Маша любит делать, ну, пожиже пюрешку. Ой, так вкусно. И это. Хочу два слова сказать, это тоже пюре. Ну, мясо с овощами, это как обычно, там мясо положили, немножко пожарили, овощи добавили тоже и потушили это все вместе. Пюрешка, про пюрешку. Когда мы вместе, ну, с Машей начали жить вместе, я все так и был привыкший к маминой еде. Долго я привыкал к машинам, ну, к машиной готовке,
Потому что вот мы всегда, вот я с детства любил пюре погуще, чтобы оно густое, эта пюрешка была. Не чистая картошка, но все равно там с молоком, но чтобы погуще. И это мне нравилось. И когда мы стали вместе жить с Машей, и она готовила, а они готовили такую жиденькую пюрешку. Мне это не нравилось тоже, долго так. Но все равно Маша такая упорная, все равно это меня кормила этой пюрешкой. И вы знаете, я так привык к этой пюрешке, я не представляю больше другого пюре, как вот именно от Маши. Почему-то так. Без комочков, без всяких. Такое жиденькое пюре. И так вкусно. А мясо сегодня вообще, как будто в рот положишь, как будто не мясо, а как будто вот этот колодец-то студень прям тает во рту. Вот так, такое нежное мясо получилось. Ну, пышечку уже потом как поем буду. Вот. А на улице, что потом на улице? На улице дрова еще пока не привезли. Ну, так как рабочие пока, думаю, не начали работать в лесных бригадах, но уже дорогу делают, все нормально, и с этим, наверное, в эту зиму еще проблем не будет. Дрова успешно, наверное, купим и заготовим. На эту зиму я предполагаю купить 3 пачки, не знаю, как получится. Ну, пачки где-то 10 кубов, 10-11 по-разному. Вот. Собираюсь купить 3 пачки, потому что прошлый год 2 пачки брал, но у меня остаток был, и все это благополучно ушло. Ну, 2 дома, считайте, мама 2 печки топят, потом баня, потом у нас 2 печки, ну и это как бы на 2 дома, на 2 дома и плюс баня. Вот. Думаю, не так уже много. Не мало, конечно, но и не слишком много на 2 дома. Ну, из этих 3 пачек я знаю, что немножко останется. Не все эти буду. Ну, главное приготовить. Вдруг да, на следующий год что-то там произойдет, что лес не будут давать коммерсантам или еще что, лучше прикупить. Дрова, не колбаса, не испортится. Под навесом все будет нормально. Ладно, друзья, я разболтался и буду заканчивать это видео такое. Ну, на видео на улице почти ничего не получилось заснять. Хотел съездить до озера, ну так продрог, что спросил там у знакомого, рыбачат мужики, рыбачат, да, говорит, целое ведро, говорит, 5-литровое, ну, окуней поймал, мой знакомый там, говорит, езжай. Ну нет, там коляска у меня 150 килограмм весит, плюс я сам тоже не маленький колобок. И я ему говорю, он говорит, езжай, приезжай, говорит, лед, говорит, выдержит. Я говорю, я не успею это самое утонуть. Я говорю, под колесами, если лед треснет, у меня сердце разорвется от испуга. Вот. Так потом и не съездил, домой заехал. Сумкой там постоял немножко. Умка сегодня хитрая убежала, потом Маша так поймала же. Вот. Все, приступаю. Дальше наболтался. Вкусняшки такие. Я прямо ложкой черпаю. Вкусно ведь, друзья. Сейчас разжую все это. Все. И говорю вам до свидания. До новых видео на нашем канале. Заходите в гости на наш канал. Кто впервые зашел, подписывайтесь. И смотрите наши, ну, такие незамысловатые ролики. Так, о деревенской жизни. Всем пока, до новых встреч.